Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Эпидемиологи прогнозируют пик заболеваемости COVID-19 в сентябре. Медики призывают население привиться или пройти ревакцинацию. Кому показаны такие меры и как еще можно уберечься от этой коварной болезни, расскажет гостья студии. Аграфена Аргунова, главный внештатный пульмонолог Республики Саха-Якутия. Аграфена Николаевна, здравствуйте. Добрый день, Валерия. В самом начале нашей беседы хотелось бы спросить, ковид уже стал сезонным заболеванием, как, например, грипп? Ну да, вот опыт за 3 года уже показывает, что новая коронавирусная инфекция, она вошла прочно в нашу жизнь, можно сказать, да. Но его особенностью является то, что 80%, да, 80% он проходит все-таки в легкой и в средней тяжелой форме. А вот 20%, значит, больных, которые называются группа риска, которые имеют хронические заболевания, это со стороны сердечно-сосудистой системы, повышенный вес, ожирение, это сахарный диабет, это больные с почечными хроническими заболеваниями, вот они имеют высокий риск течения вот этой данной инфекции. То есть получается из 10 больных двое, как бы у двоих протекает тяжелее, а 8 больных, да, как бы у них может протекать, вот мы их ведем иногда амбулаторно же, да, в домашних условиях, да, на уровне поликлиники первичного звена, и такое среднее тяжелое, когда поступает в инфекционное отделение. В основном тяжелые поступают, это, конечно же, в пульмонологическое отделение, вот, которое у нас было открыто вот в течение 2 лет, где находится вот именно реанимационная служба. И особенностью этого вируса, конечно, является высокая контагиозность. Если, например, вот сезонный грипп, да, он, например, высокий риск, если человек заболевает, он может заразить 2-3, да, человек. А вот этот вирус, да, данный вирус, он показал себя в том, что он может заразить сразу от 5-7 и более. Вот в этом случае, вот поэтому она считается очень контагиозная, высокая распространенность. И она, конечно, вошла в нашу жизнь, мы с этим, нам придется с этим смириться. И то, что радует, что вот именно все страны все-таки по данной инфекции быстро дают информацию, кто что, вот какие-то наработки по диагностике, по лечению, как вести больного во время данной инфекции, во время течения и после, вот именно постковидный синдром. У нас есть такой перечень для медиков, инструмент, это называется МКБ-10, где вот все диагнозы, да, на залоге написано. И вот в последнем пересмотре вошел так на новый диагноз, это постковидный синдром. Постковидный синдром. Угу. Ну, давайте поговорим про ежедневный прирост заболеваемости. Что составляет, какие цифры. Также еще циркулирует сейчас несколько штаммов, какие больше распространены у нас в республике. И когда именно ожидается пик вот распространения заболеваемости? Угу. Ну, вот за последние 2 недели все замечаете, да, что идет прирост данного заболевания. На сегодня зарегистрировано около 300, да? За 10 августа из них, вот всего за сутки, я буду четко говорить, за 10 августа всего за сутки было 298, и 23 человека были госпитализированы. Из них 23 человека были госпитализированы. Угу. А какие штаммы больше распространены? Штаммы это пока вот все говорят про кентавр, да, и говорят, этого пока нет. Это штаммы омикрона, подштаммы омикрона. И, как можно сказать-то, пик вообще намечается это в сентябре. По прогнозам эпидемиологов, пик это будет в сентябре. Конечно, поэтому сейчас опять, наверное, все-таки нужно придерживаться. Каждый гражданин уже знает, как беречь себя, да. Это масочный режим, это опять же вот личная гигиена, мытье рук, полоскание рта. Вот это все
после, значит, нахождения где-то в местах, где большое скопление людей, вот это всегда нужно, вот этого всегда нужно придерживаться. И не только при новой коронавирусной инфекции, но это защита и от других вирусов, потому что сентябрь, октябрь придут и наши сезонные, ежегодные вот именно штаммы вируса гриппа. Аграфена Николаевна, а скажите, почему многие якутяне болеют часто и даже по несколько раз и при наличии вакцинации? Потому что, вот опять же, вот эта особенность данного вируса, что он очень быстро мутирует. Очень быстро мутирует, но здесь нужно сказать, все-таки вот все страны и очень хорошие наши данные наши начали давать. Это Москва, Санкт-Петербург, академики, ученые, да, вот исследования. Екатеринбург очень хорошие данные, да, вот эпидемиологи, пульмонологи, инфекционисты дают, что все-таки вакцинированные, они переносят более-менее легко. Но еще вот в последние несколько месяцев еще говорится о том, что очень хорошие данные начали опять давать же англичане, французы, Германия и в то же время Россия, что все-таки вот постковидный, вот особенность вот этого вируса, то, что он дает отдаленные осложнения. Если обычный грипп, вот переболел человек, очень редко бывало, что вирусный миокардит, да, осложнения со стороны сердца. А вот данный вирус именно он дает отдаленные осложнения. То есть почему вот больные, как при выписке, обязательно в рекомендациях пишут длительно принимать противосвертывающие препараты. Он называется антикоагулянт. Кардиомагнил, Ксарелта, Эликвис, там большое количество. Почему? Потому что вот именно очень длительно, в течение 3-6 месяцев, он дает опять те же осложнения тромбообразования, как и во время вот именно циркуляции самого вируса, во время острого течения заболевания. Поэтому вот сейчас показывают, что вот те, которые привитые, у них таких отдаленных рисков развития инфаркта, инсульта, повышения сахара, аллергических заболеваний, как риск развития астмы, как риск развития идиопатического легочного фиброза, это все-таки низкий по сравнению с теми, которые не получали. Да? Вот особенность вот этого вируса. Поэтому, конечно же, обязательно вот с 2021 Минздравом Российской Федерации вообще вышел приказ об углубленной диспансеризации после перенесенного ковида. Углубленная диспансеризация. То есть у нас обычная диспансеризация, да, вот когда выявляем группу риска. Или вот по годам вас приглашают, да, вот страховые компании, поликлиника, да, просим пройти вот. А при постковидном это углубленный. То есть больной приходит к участковому терапевту после перенесенной, даже если он перенес легкую форму, да, среднюю или тяжелую форму обязательно, они должны подойти к участковому терапевту. Это могут записаться напрямую в своей поликлинике через госуслуги. 122 есть этот, да, номер, по нему записываются, и там вот делаются обычные анализы. Общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ, да, ЭКГ, вот это все. Далее, если видят вот то, что есть изменения, тогда уже идут уже на 3-й этап исследования. То есть на 2-й этап это УЗИ эхокардиографическое, это компьютерная томография и обязательно УЗИ сосудов нижних конечностей. То есть у населения, я бы хотела подчеркнуть, почему-то население только ориентируется на компьютерную томографию. Да? Легкие там, на компьютерных томографии, легких поражения столько-то, На самом деле вот этот вирус, именно его особенность, не только легкие поражает. Это матовые стекла, это сосуды. В сосудах, значит, образуются тромбы, да, легкие. Это почки, в первую очередь, это сердце, да, поэтому осложнение, вот оно такое идет. Вообще вот циркуляция вируса и повреждение вот именно вирусной инфекции по всем органам и тканям. А я всегда говорю, что организм – это единая система. Если легкие, значит,
Если легкие воспаляются, то это в первую очередь это сердце страдает. Одышка, один и тот же симптом появляется и при сердечных заболеваниях, и при болезнях органов дыхания. Поэтому все, вот когда терапевт или пульмонолог, инфекционист, мы всегда смотрим именно общие показатели. Самые основные показатели – это лабораторные. То есть это данные вот именно лабораторных исследований, они дают подсказку нам. Идет ухудшение, идет улучшение, идет ли риск будущих каких-то осложнений. Поэтому все это очень, мне кажется, население это должно понимать, и это очень важно для каждого человека. Конечно, вы безумно Да. правы. Но мы затронули немного тему вакцинации. Давайте поговорим о ней. Какая вакцина более эффективна на сегодняшний день? Ну, получили это письмо от Министерства здравоохранения Российской Федерации, что на сегодня Эпивак не показал доказательной эффективности, нет. Спутник Лайт, помните, мы говорили, однократное введение после перенесенной инфекции. Поэтому на сегодня есть и актуально, и рекомендуется во всех протоколах методических рекомендаций. Это гамковид, спутник Ви. Он двухкомпонентный, то есть его делают первый раз, да, один раз, и через 3 недели второй компонент, спутник Ви, гамковид-вак. Вот эта вакцина доказать. Кто должен получать? Конечно, в первую очередь это мы, медики, все. Значит, начиная с санитара, медсестры, да, врачи, мы все должны получать через каждые 6 месяцев. Это учителя, высокий риск, это учителя, конечно, потому что детишки наши, они носители легкой формы даже. То есть они как бы переносчики. И, конечно же, группа риска – это пожилые, то есть возрастные больные, у которых есть хронические неинфекционные заболевания. Что такое хронические неинфекционные заболевания? Это ишемическая болезнь сердца, это те, которые перенесли инсульт, это сахарный диабет, это гипертоническая болезнь, это хронические почечные заболевания, это астматики, это хроническая обструктивная болезнь. Вот те, которые перенесли пневмонию, ту или иную, бактериальную или вирусную. Вот эти больные, онкобольные в первую очередь. Да. В первое время, опять же, было, что противопоказано онкобольным, да, а сейчас обязательно, потому что все-таки сейчас продолжительность жизни онкологических больных удлинилась за счет того, что очень хорошая диагностика, да, в принципе, и лечение. Это лучевая, химиотерапия, оперативная. Поэтому, а для того, чтобы не было ухудшения качества жизни у этих больных, да, поэтому обязательно вакцинация. А что насчет медотвода? Кто может получить его? И если, например, человек недавно перенес заболевание, может ли он рассчитывать на этот самый медотвод? Если недавно, но вакцинация вообще делается через 6 месяцев после перенесенной инфекции. Через 6, по некоторым показаниям через год. Да. Ну а медицинский отвод – это вот именно аллергические заболевания. Какие-то здесь в этих случаях очень конкретно и очень индивидуальные есть такие показания медицинского отвода. Иногда и пожизненно. Ну и в конце нашей беседы хотелось бы все-таки спросить у вас про влияние данного заболевания на легкие человека. Что происходит с легкими человека после перенесенного вируса? Ну, как обычно прогнозировали, что всегда при вирусных инфекциях, при таком большом поражении, когда вот 90-100% же пишут, даже большой объем поражения, всегда прогнозируют, будут ли остаточные явления, это как фиброз. Фиброз. То есть это фиброз, если в обычном понимании, если у человека образуется фиброз, то это уплотнение легочной ткани, то есть это уменьшение площади дыхательной. Вся площадь легких – это дыхательная система очень большая, альвеолы, бронхиолы. Да? И вот когда фиброз, уменьшается вот именно площадь, то есть снижается качество жизни. Это человек постоянно почти подключен к аппарату, к домашней неинвазивной вентиляции. То есть кислородный концентратор, он должен присутствовать в его жизни. Это и есть качество, снижение же качества жизни. Да?
прогнозировали, что будет очень высокий процент вот таких больных. На самом деле оказалось, пока на деле такого нет. Есть единичные случаи, там 0,0 промилле. Не 2%, не 1%, да, а 0,0 промилле. Поэтому я думаю, что вот те рекомендации, когда вот больной поступает с новой коронавирусной инфекцией, лежать в пронпозицию, то есть на животе, для того, чтобы улучшить вот перфузию, легочную поверхность. Вот те рекомендации, когда вы обращаетесь, да, население к к врачам, те рекомендации, которые говорят, нужно обязательно использовать. Потому что данный опыт показал, что помогают и простые вещи при данной инфекции, и в то же время еще на данном этапе изучаются все-таки, какие же лекарственные препараты наиболее эффективны. Графина Николаевна, спасибо вам большое, что пришли, ответили на наши вопросы. Очень полная информация про коронавирус. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Всего Ну, доброго. я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. До новых встреч в эфире.